Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Вестник профсоюза образования». Мы расскажем вам о деятельности профсоюза работников образования и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Республиканский профсоюзный конкурс среди учителей и воспитателей. Подведение итогов 3 конкурсов изобразительного творчества, выразительного чтения и исполнения авторской песни. Юридическая консультация по вопросам педагогов в постоянной рубрике «Профответ». Академик Владимир Александрович Энгельгард писал, что творчество в своем первоисточнике есть результат врожденной физиологической потребности, результат инстинкта, ощущаемого так же властно, как потребность птицы петь или стремление рыбы подниматься против течения бурной горной реки. Действительно, человек в любой, даже самой, казалось бы, далекий от творчества труд, не осознавая того, сам вносит элементы творчества. Ну а учитель-педагог – эта профессия всегда считалась творческой. В педагогической науке даже сравнивают учителя с актером. В Чеченской республике, как оказалось, очень творческие педагоги. Наша съемочная группа убедилась в этом лично. Мы 3 дня наблюдали на республиканском профсоюзном конкурсе среди учителей и воспитателей республики, и на 4-й день мы узнали имена победителей. Но все по порядку, начнем с 1-го дня. День 1. Конкурс изобразительного искусства. В холле Дома профсоюзов выставлены лучшие работы, которые привезли из разных уголков республики. Здесь слова лишние, надо просто смотреть. Меня поражает многогранность, талант наших учителей. Работа действительно впечатляет. Нарисована от души, красиво, искренне. Почаще бы такие выставки, чтобы наши люди знали, какие талантливые у нас учителя, сколько скрытых талантов. Здесь работы географов, историков, всевозможных непрофессиональных художников. И поражает глубина, насыщенность этих рисунков. Душа этих рисунков видна, любовь к родному краю, к родному народу. Это все видно, сквозит, все пестрит в этих рисунках и поражает, впечатляет, в общем. День 2. Более 60 претендентов на победу продемонстрировали свое вокальное искусство перед строгим жюри, в которое вошли профессиональные музыканты и работники Рейсовета профсоюза. Конкурс исполнения авторской песни – ключевое слово «авторской». В этом состязании серьезная конкуренция. Жюри придется нелегко выбрать победителя. Я сама без матери росла, и по рассказам других, как страдают, как плачут, как теряют матерей. Иш догадываешь, мне кажется, она понравилась всем. Я надеюсь. Немножко были волнения, потому что я эту песню нормально выучить не смогла. Душо, уж сайна ейчи,
شوف يا حسن رفيقة يلا يلا سيقة حشي ملخ دنيا سيد ولدو يلا يلا سيقة حشي ملخ دنيا سيد ولدو. Я сам как-то импровизировал инструмент музыкальный какой-то и баловался на нем. И когда какие-то вечеринки были, развлекательные мероприятия, я никогда в стороне не оставался. И вот сегодня мне посчастливилось участвовать в этом конкурсе. Благодарю организаторам этого конкурса, побольше вот таких. Вот. Что я хочу сказать насчет музыки. Музыка – это сильная вещь. Когда дети в школах, вы знаете, проводятся очень много мероприятий, развлекательных мероприятий, приурочены различным праздникам, ко Дню матери. У меня очень много песен, адресованных к матери, патриотические, лирические песни. И когда я исполняю эти песни, дети большое удовольствие получают. У меня есть несколько человек в школе, хор я там организовал. День третий. Третий день посвящен ораторскому мастерству, конкурс выразительного чтения. Эти способности педагогу просто необходимы в работе с детьми. Произведения участниками конкурса были выбраны разнообразные, разных жанров и направлений. Зрители, сидящие в зале, переносились во времени и в пространстве, следуя голосу оратора. Спрячь, мамочка, меня, не надо умирать. Он плачет и как лист сдержать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже. В домах боялись зажигать огни. Густая тьма заливала улицы, и в этой тьме точно рыба в глубине реки безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ. Ну, я очень обрадовалась, когда узнала, что профсоюзные работники организовали такой конкурс, и я с удовольствием решила участвовать в нем. Приехали сюда, атмосфера очень доброжелательная, все очень хорошо организовано. Спасибо. Почему я выбрала произведение Алексея Максимовича Горького «Мать изменника»? Я считаю, что оно актуально для всех времен и народов, особенно для тех народов, у коих с колыбели воспитывается чувство собственной гордости, достоинства и благородства. И вот день четвертый. Гала-концерт состоялся 8 ноября. Большой праздник, посвященный подведению итогов сразу 3 творческих конкурсов, проведенных профсоюзом образования. Для участия в нем в Грозный прибыли делегации из всех районов и городов, более 200 человек. Среди них участники и победители творческих состязаний среди педагогов и воспитателей, активисты и руководители профсоюзного движения, члены жюри. Состоявшиеся творческие конкурсы – одна из важнейших сторон деятельности профсоюза в данном направлении. Наших детей учат и воспитывают одаренные педагоги и воспитатели. Благодаря таким творческим состязаниям становится очевидным, что большое количество педагогов и воспитателей республики далеко не случайно пришли в профессию, сказал, открывая церемонию вручения призов победителям председатель Чеченской организации профсоюза образования Хизир Магомедович Кирзелиев. Они умеют изобразительными средствами закрепить в детских умах знания и навыки, вокальными средствами, красивой и четкой декламацией обогатить и сделать более успешным учебный и воспитательный процесс. А это, поверьте, много стоит. Спасибо вам, дорогие коллеги, за самоотверженность в труде, за отношение к избранной профессии. Сейчас будут объявлены имена победителей и призеров всех 3 конкурсов. Каждый из вас, участников конкурса, получит почетные дипломы и денежные премии. Позвольте поздравить вас с этим и поблагодарить за активное участие в конкурсе. После объявления имен победителей всех 3 конкурсов каждый участник получил из рук членов строгого жюри почетные дипломы и денежные призы. Я не рассчитывала на 1-е, на 2-е, на 3-е место. Я пришла просто выступить. Но я очень рада, что Аргун взял 1-е место. Очень рад, что как морально, так и материально идет поддержка и уделяется преподавателям внимание, потому что учителя, они обделены этим, потому что они сильно заняты своей работой.
мало бывает времени. Председатели правкомов обеих школ предложили мне выставить эти работы. Ну, мне очень хотелось бы выставить эту работу, потому что она заставляет задуматься, вызывает такие чувства, чисто человеческие чувства. Других работ тут хватало, радостных, веселых. Ну, мне казалось, не хватает именно этой работы, поэтому я ее выставил. Во второй части встречи состоялся большой гала-концерт, на котором победители конкурса в исполнении авторской песни и выразительного чтения выступили перед аудиторией со своей песней или чтением прозаических или поэтических произведений. После всех этапов конкурса мы решили поговорить с одним из членов жюри, Асламбеком Тимиргераевым, заслуженным работником культуры. Интересно узнать, каково это – выбирать лучшего педагога в творческом конкурсе. Настолько одаренные наши педагоги. Мы были поражены, когда они читали вот эти монологи выразительного чтения, честные слова, просто ком в горле. Настолько сильно они сами плакали, они вошли в роль своих героев, и это очень сильно передавалось нам, и членам жюри, и слушателям. Потом авторские песни. Наши педагоги настолько они были на высоте, что потом при подведении итогов мы, члены жюри, чуть ли было настолько мы спорили сильно, что они в таком случае я покину это жюри. Вот настолько сильно было, каждый по-своему видел творчество наших педагогов. И если мы вот этих конкурсантов и этих победителей сегодня выставим на большой концерт нашей республики, они профессиональным певцам, чтецам, артистам, они нисколько не уступая, покажут свою высоту своего творчества. Вот так, как говорится, на ура прошел конкурс. Помимо конкурсов музыкального, изобразительного искусства, выразительного чтения, профсоюз образования развивает творческий потенциал и в других направлениях среди учителей, воспитателей и работников среднего профессионального образования. В течение года проводятся различные встречи, конкурсы, по итогам которых выпускаются сборники произведений прозы и поэзии. Подробнее нам расскажет Тамара Эльмурзаева, заместитель председателя профсоюза образования республики. Например, мы проводили такой конкурс литературно-поэтического творчества педагога, где наши учителя, воспитатели, работники профессионального образования могли принести свои собственные сочинения, будь это в прозе или в поэзии, и участвовали в конкурсах.
Ну, в таких конкурсах у нас участвует свыше 100 участников, и жюри отбирает наиболее лучшие творческие такие произведения, и потом по окончанию этого конкурса, независимо от того, что победители бывают там 1, 2, 3 место, лауреаты, но те произведения, которые понравились действительно жюри, они входят, вернее, вот в такие брошюрки, сборники. Вот мы уже дважды выпустили 2 книги, это «Учитель пред именем твоим» и такая книга «Ростки жизни», где мы разместили вот учительские произведения, как в прозе, как я уже сказала, так и в поэтической форме. Они здесь и на чеченском языке, и на русском языке. Вот стараемся для учителя сделать такой подарок. Вот это же подарок, когда в книге твое произведение собственного сочинения. Защита прав членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Давайте посмотрим, с какими вопросами к ним обращаются работники образования. Наш директор объявил, что в связи с принятием нового постановления правительства Чеченской Республики об оплате труда работников государственных образовательных учреждений отменены выплаты стимулирующего характера. Так ли это на самом деле? Это не совсем так. Дело в том, что в соответствии с постановлением правительства Чеченской Республики номер 184 от 7 октября текущего года стимулирующую часть устанавливает сама организация. То есть она может в соответствии с имеющимися средствами сама регулировать размер стимулирующих и других выплат. При подаче коллективного договора на уведомительную регистрацию сотрудники отдела труда и занятости района отказали в регистрации, ссылаясь на то, что его предварительно нужно согласовать еще с кем-то в администрации района. С кем еще необходимо согласовывать условия коллективного договора? В статье 50 Трудового кодекса прописано, что коллективный договор направляется на уведомительную регистрацию работодателем или его представителем. Условия коллективного договора обозначаются двумя сторонами – работодателями и работниками. Единственная задача уведомительных органов – это произвести регистрацию и проверить содержание коллективного договора на предмет того, чтобы в нем не содержались нормы, ухудшающие, чем предусмотрено действующим законодательством. Коллективный договор, в котором есть нормы, ухудшающие установленные законом, не может быть зарегистрирован, и он считается недействительным. Какой размер должностного оклада у учителя в школе и у воспитателя в детском саду? Должность учителя, так же как и должность старшего воспитателя детского сада, отнесены к 4-му квалификационному уровню. Их оклад равен 9400 рублям, а должность воспитателя детского сада отнесена к 3-му квалификационному уровню. Их оклад равен 9095 рублям. Если у вас также появились вопросы, можете написать письмо профсоюзу. Адрес вы видите на экране. Ну а сейчас представляю вам короткие фоторепортажи из жизни профсоюза образования. 24 декабря состоится отчетно-выборная конференция профсоюза образования и науки нашей республики. Такое решение принято на состоявшемся расширенном заседании Президиума организации. Согласно утвержденному документу, делегаты, а их всего будет 242 представителя от каждого районного и городского совета председателей первичных организаций, заслушают и обсудят отчетный доклад Республиканского совета профсоюза и контрольно-ревизионной комиссии, изберут новый состав руководства Чеченской республиканской организации профсоюза образования на предстоящие 5 лет. Состоялось очередное заседание исполкома Координационного совета ветеранов профсоюза. Зампредседателя совета Исраилов выразил озабоченность, что в образовательных учреждениях республики мало внимания уделяется ветеранам профсоюза, вышедшим на пенсию. Участники заседания предложили профсоюзу особое внимание уделять оздоровлению ветеранов. На заседании были утверждены образцы удостоверения «Ветеран профсоюза» и нагрудного значка «Ветеран профсоюза». 20 наиболее активных ветеранов профсоюза выдвинуты на награждение грантами Республиканского совета профсоюза образования. 18 ноября в Доме профсоюзов прошел очередной семинар для освобожденных председателей первичных профсоюзных организаций учреждений образования. О высокой роли кружковой работы в первичной профсоюзной организации рассказала заведующий учебно-методическим кабинетом Яха Гапуева. О внесении изменений в коллективные трудовые договоры в связи с повышением заработной платы работникам образовательных учреждений сделал сообщение заведующий правозащитным отделом Хизири Мадаев. О роли Фонда социальной поддержки учителей в мотивации профсоюзного членства рассказала директор фонда Медина Досиева.
Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром осталось еще много интересного, но у вас есть еще шанс увидеть все на сайте resavет.ru. До новых встреч. Ади Килшу.